Ингушетия, жемчужина Кавказа, имеет огромный туристический потенциал, с которым непременно нужно познакомить ведущих туроператоров Грузии. И вот через несколько минут на связь с Магасом через телеконференцию выходит Тбилиси. Каждый представитель турфирмы делится своим опытом, возможностями. Но на Альфоуси отмечает, за первый квартал 2023 года зафиксированы более 5 миллионов международных визитов в Грузию. За аналогичный период 2019 года на 23% меньше. Из России было осуществлено около 2 миллионов тур-вылетов в страну. По видеосвязи они рассказывают, это бизнес, в котором больше важен хороший сервис, чем низкие цены. Туристическая компания TravelGeo с 2019 года активно работает и с Северным Кавказом. В этом году мы начали сотрудничать с ингушами, и меня это очень радует, так как с каждым разом все больше и больше людей приезжают к нам, и вы, наверное, знаете, какое отношение грузины и ингуши – это братья. Я скажу так на простом языке, если, конечно, можно. Обсуждая тему туризма в российско-грузинских отношениях, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Подалко отметил, что российско-грузинский товарооборот растет. В 2023 году увеличился на 10% и приблизился к отметке 2 миллиарда долларов. Еще на прошлом заседании Российского грузинского совета были озвучены проблемы, с которыми сталкивается российский туризм. Самая большая – это отсутствие должного транспортного сообщения. Благодаря слаженной работе совета были приняты кардинальные решения. Нет сейчас никаких препятствий для въезда в Российскую Федерацию граждан Грузии. Отменена вот эта визовая препона, за которую мы тоже с вами боролись, и ее в конце концов не стало. Самая ближайшая перспектива – это мы тоже обещаем нашим грузинским партнерам вход в сети расширенной линейки продуктов грузинского производства. Вот эти наши пока промежуточные результаты. То есть все, что намечали по предыдущим протоколам заседания, выполнено. Так что в продуктивности этой встречи сомневаться не приходится. Представитель экономического развития России Игорь Максимов отметил, между Россией и Грузией активно развивается экономическое, инвестиционное, торговое сотрудничество. А туризм, безусловно, является катализатором эффективности нескольких секторов экономики. Развитие транспортной инфраструктуры тут играет важнейшую роль. К примеру, если отсутствует рейс из Ингушетии в Тбилиси, трудно говорить о развитии туристического потенциала ингушской земли. В связи с этим председатель Российско-грузинского делового совета Юрий Балашов обратился к нему с просьбой. Рейс Магаз-Тбилиси, он был бы очень актуален сейчас, не только с помощью для взаимодействия, а с точки зрения экономики, это был бы неплохой хаб создания здесь, в Магасе. Говоря о потенциале туристических услуг Республики Ингушетия, Олег Фурсов начал свой доклад, знакомя участников заседания с народом и краем Галгаев. Особенности территориального расположения, климата. Регион имеет приграничную с Грузией протяженность 60 километров. В регионе действует особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. Ингушетию пересекает Северокавказская железная дорога, имеющая выход к Ростову-на-Дону и Баку, а также автомобильная дорога федерального значения Кавказ. Функционирует аэропорт Магас, который получил статус международного. В Ингушетии более 3000 башенных комплексов. Историческое и культурное наследие является особенностью региона, на котором основано развитие туризма. У нас сформирована необходимая нормативно-правовая база, существует исполнительный орган в составе правительства. И, как я уже сказал, у нас есть свои конкурентные преимущества, такие как транспортная доступность, удобное географическое расположение, наличие исторических достопримечательностей и точек притяжения, климатические условия, невысокий уровень цен и незаполненные ниши турпродуктов. По итогам 2022 года турпоток в Республике Ингушетия составил более 105 тысяч человек. Из года в год туристический поток наращивается, и руководство республики делает все для того, чтобы создать комфортные условия для пребывания туристов на территории нашей республики. Я должен сказать, что за последние 2 года из федерального бюджета было выделено 265,9 миллиона рублей, что дали мультипликативный эффект в виде привлечения еще более 115 миллионов рублей внебюджетных средств, в рамках которых были реализованы 23 проекта, такие, например, как обустройство туристических маршрутов к башенному комплексу Бейни, локация легенды гор, строительство Теренкура в Арамхах, запущен аудиогид и много других вещей.
На территории региона реализуется прорывной проект. Это первый туристический комплекс, построенный на Кавказе, в высокогорном селении Арымхи. В ближайшие 4 года этот комплекс будет расширен. Для этого запланирована и сумма в размере 13 миллиардов рублей. В текущем году завершено строительство многоперсонального гостиничного комплекса «Терк» и туристического центра. Сумма инвестиций составила более 102 миллионов рублей. Должен отметить, что в 2022 году по инициативе республики Роспатент зарегистрировал заявку слогана «Ингушетия – Родина башен». Теперь собственный туристический бренд, также разработанный в регионе, представляет собой стилизованное изображение Ингушской башни. Проведена большая работа, в результате которой в ноябре 2022 года в Ростуризме зарегистрирован первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 километров, который охватывает и горы, и равнины. Он начинает функционировать в 2024 году. И далее на заседании выступили и генеральный директор общества курорта Ингушетии, замминистра промышленности и цифрового развития Ингушетии, директор аэропорта Магаз имени Сулумбека Асканова. Были презентованы и туристические, и культурные проекты России и Грузии. Участники из регионов СКФО, Ставрополя и ряда других субъектов говорили о туристическом потенциале. С выступлениями грузинских туроператоров заседание все больше приобрело неформальный оттенок. Как тут отметили ингуши и грузины, хлебосольный народ. Турист – слово с коммерческим уклоном, а друг к другу в гости мы ходили всегда, делили хлеб, кров веками, и эту тенденцию будем только усиливать. Я нашла друзей, я нашла подружек, я нашла людей, с кем я надеюсь, буду контактить, дружить, потому что между ингушами, между грузинами многовековая дружба уже существовала. Испокон веков нечто такое было. Что касается туризма, давайте так скажем, что туризм будет дополнительно и развлечение, и приятное, и полезное. На заседании Совета Владимир Падалко выступил с просьбой к старшему советнику генерального директора «Экспоцентр» проработать вопрос участия мастеров народного творчества Ингушетии на самых престижных всероссийских выставках «Ладья» и «Жар-птица», куда стремятся попасть все занимающиеся народными промыслами. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России вдохновился работой наших мастеров и еще перед началом заседания пообещал, что они будут присутствовать на этих выставках. Это тоже ручная работа? Да. Вы сами делали, да? Это глина, фаянс? Нет, глина турецкая. Турецкая? Фарфор белый. Это фарфор. Понял. Есть российская глина. Брауни российская. А кто гончар? Вот кто? Вы мастер, да? Да, подходи к нему. Ну что ж, будьте добры. Вот надо отправить, вот ребятам посоветовать выставиться в Москве нет. Ты же знаешь, там 4 раза в году проходит очень большая, хорошая выставка «Народные художественные промыслы». В экспоцентре? В экспоцентре у нас. И ребята можно попросить и их туда представить. Это же они все. Вот это все там улетит, просто улетит. Заседание Российско-грузинского делового совета состоялось более чем удачно. Подводит итоги встречи Владимир Падалко. Наметили вопросы, по которым будут предприняты серьезные шаги. Да и республику ожидают кардинальные, благоприятные изменения в туристической сфере. С большим смыслом провели сегодняшнее заседание. Были раскрыты потенциалы Ингушетии как истинного туристической Мекки, которая действительно может послужить примером для того, где и как может отдыхать турист и из России, и из Грузии. Выдался вечер продуктивным во многом благодаря личному участию в процессе главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. 19 сентября этого года в ходе визита Сергея Николаевича Катырина, президента Торгово-промышленной палаты, на встрече с главой Республики Ингушетия Махмудом Алием Шариповичем между двумя руководителями была достигнута договоренность о том, что следующее внеочередное заседание Российско-грузинского совета пройдет на территории Республики Ингушетия, поскольку между двумя нашими народами и странами, в том числе Россия, Грузия, Ингушетия, Грузия, есть что обсудить. Исторически нас связывают корни, и мы очень хорошо относимся друг к другу. Достигнуты определенные договоренности и намечены дальнейшие шаги по развитию туризма и сохранению культурных особенностей. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Султан Магушков. Новости 24.